Думать как турист, пожалуй, самая популярная и эффективная уловка представителей сферы туристического сервиса. Ведь несмотря на то, что гостеприимство у абхазов в крови, есть современные тенденции и условия развития туризма, поэтому необходимо двигаться в ногу со временем. Международный образовательно-туристический форум «Горизонты-2023» – значимый шаг в этом направлении. У нас какое предприятие не возьми, оно прямо либо косвенно сотрудничает с туристическими сегментами. К нам приезжают люди, мы их ждем, мы готовимся, мы хотим их принимать. Не зря Абхазия – страна души, да, мы здесь рады всех видеть. Мы хотим, чтобы наши студенты на начальном этапе уже знали, как к этому подходить и оказывали соответствующие услуги. Качество сейчас это является тем самым фактором, который способен вывести данную отрасль на принципиально новый уровень. Чтобы работа стала делом мечты, нужно хорошо учиться, трудиться и применять знания и навыки. А мастер-класс о перспективных аспектах качества услуг гостиничного предприятия и направления их совершенствования дополнит знания, которыми должен владеть работник этой области. Даже в узкой специализации необходимо широко ориентироваться. К примеру, знать о самых популярных видах отдыха в Абхазии и разбираться, от чего может зависеть успех курортного сезона. Если в 2019 году было их 142 тысячи, более 142 тысяч, то пандемия оказала негативный эффект. Данный показатель снизился до 78 тысяч. Это вот верхние цифры, предпоследний столбец. И в 2021 году, после отмены всех вот этих ограничений, после обострения геополитической ситуации, это число существенно выросло. Участники мастер-класса – студенты Сухумского государственного колледжа. Учебное заведение, которому в этом году исполнится 120 лет, готовит специалистов по 8 направлениям, в их числе и гостиничный сервис. Вместе с тем здесь проводят трехмесячные курсы по подготовке экскурсоводов. За 7 лет колледж выпустил до 1000 профессиональных гидов. Много у нас было встреч. Вчера была вот встреча с Арифой Каббас, с вашим сотрудником, а также по совместительству. Она много передач провела по Старому Сухуму. Мы просто были очень рады и воодушевлены. Такие мы окрыленные. Честно говоря, такие встречи нам необходимы. Также мы встречаемся со старыми экскурсоводами, я имею в виду с большим опытом, с советским опытом. Это Ляля Векуа, которая работала в Краеведческом музее, Тая Георгиевна Алания, супруга Анзора Гумава, которая сегодня работает в Краеведческом музее. Студенты с интересом слушали своего преподавателя, и непременно новые знания станут еще одним кирпичиком формирующейся личности специалиста. Вообще, я с самого детства, у меня была такая мечта иметь свое гостиничное дело, гостиничный сервис. Но самое главное – это честность и добросовестность, и главное – воспитанность человека, чтобы он мог себя повести достойно в любой ситуации, как директор, к примеру, своим сотрудникам. Работа колледжа устроена таким образом, что студенты специальной дисциплины гостиничного сервиса не засиживаются в 4 стенах. Чтобы заинтересовать и донести знания, преподаватели, согласно плану, организуют практическую работу. Мы ездили на Иверскую гору, также на Псырцха, там нам проводили экскурсии ведущие экскурсоводы Абхазии. Также сегодня ожидается встреча с Белой Руслановной Джинджоли, одной из таких ведущих экскурсоводов Абхазии. Мы очень этому рады. Основная идея образовательно-туристического форума – использовать потенциал интерната в Абхазии и возродить такое движение, как обмен школьниками. Инициатива эта принадлежит Россотрудничеству Абхазии. Таким образом, мастер-классы и профориентационные лектории в рамках 2-го дня форума проведут для школьников Гудауты и Ачамчиры, поговорят о влиянии позитивного имиджа на развитие туризма, о том, как не ошибиться при выборе профессии, а также расскажут о возможности нашей республики для развития молодежного туризма. А 28 апреля, в день завершения работы форума, профориентационные лектории для школьников Гагры проведет министр туризма Теймураз Хишба. Асида Малия, Рамо Камки, Абхазское телевидение.